экс-руководителя водоканала. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Такая мера принята с учетом признания вины обвиняемым, активного сотрудничества со следствием и согласия возмещения ущерба в полном объеме. По версии следствия, экс-глава предприятия заключил договор на поставку воды с компанией «Гейзер», директором которой является его супруга. Однако необходимости в этом резервном источнике не было. Ущерб превысил 30 миллионов рублей. 294 гектаров земли охвачены огнем в Верхоянском районе. В Нюрбинском ситуация лучше: 26 гектаров. Всего же на территории этих двух районов действует 5 лесных пожаров. Предварительная причина возгораний в Ленском, Нюрбинском и Верхоянском районах – сухие грозы. 2 пожара в Верхоянском возникли из-за перехода огня на лесной фонд земель иных категорий, сообщили в Министерстве экологии Якутии. Ни одно социальное учреждение в отдаленных населенных пунктах республики и в целом в регионе не будет закрыто. Об этом сегодня сообщил председатель правительства Якутии на пресс-конференции, посвященной развитию и повышению эффективности сети социальной инфраструктуры. Владимир Солодов отметил, что каждый район уникален. При этом все населенные пункты нужно рассматривать по отдельности. Поэтому сейчас создана специальная группа под его руководством для совершенствования бюджетной сферы. Теперь стоит задача объединить все учреждения в одно юридическое лицо. У нас есть населенные пункты, в которых, например, есть школа и 2 детских садика. Мы сохраняем точно так же школу и 2 детских садика, просто вместо 3 юридических лиц будет 1 юридическое лицо, которое будет осуществлять централизованные закупки, будет 1 директор, будет 1 столовая, которая будет готовить на все 3 учреждения, будет 1 организация, которая будет поставлять, там, не знаю, услуги уборщицы, условно говоря, убираться. 35 тысяч квадратных метров нового жилья построят в Алекминском районе. В рамках 2-го этапа программы переселения граждан из аварийного жилфонда в течение 7 лет переселят более 1800 человек. Это важный вопрос для региона. Сегодня обсудил глава Якутии Айсен Николаев с правительством республики и местными властями в рамках рабочего визита в Алекминский район. Руководитель региона посетил строящийся 4-этажный многоквартирный дом в городе Алекминске. В него планируют переселить 136 человек из 11 аварийных домов. Строительство объекта планируют завершить в 3-м квартале следующего года. Без внимания не остался и аварийный фонд города. Рабочая группа осмотрела дом 68-го года постройки. Его признали аварийным в 2012 году. Переселение в этом доме ждут 40 человек. Сегодня по Алекминскому району я хочу сказать, что работа идет хорошо. То есть дома для переселенцев уже строятся, причем качественные. Видим, что жители из аварийного жилого фонда тоже уже знают, куда кто переезжает, как переезжает. Более того, уже сегодня планируется комплексная застройка на месте сносимых аварийных жилых домов. Это тоже очень важно. Кроме того, Айсен Николаев отметил, что сельское хозяйство Алекминского района необходимо сделать передовым в республике. В ходе рабочей поездки правительственная группа посетила ряд предприятий. Одно из них – животноводческий сельскохозяйственный кооператив «Тока». Он образовался в 2009 году. Предприятие занимается приемкой молока у населения и переработкой в кисломолочные продукты. В ближайшее время кооператив планирует расширить производство за счет переработки и реализации дикоросов. Еще один объект – это сортоиспытательный участок в селе Алекминское. Руководство предприятия попросило у главы республики посодействовать в приобретении нового комбайна в ближайшее время. Я вот сегодня дал ряд поручений в адрес и председателя правительства, курирующего заместителя председателя правительства и Министерства сельского хозяйства для того, чтобы эти вопросы были рассмотрены. И в ближайшее время мы решение здесь уже получили. Причем решение, еще раз говорю, направлено на то, чтобы сельское хозяйство здесь реально показало пример для других районов, как надо сельское хозяйство развивать и добиваться хороших результатов. Трагедия, объединяющая регионы. Неравнодушные граждане Мирного и Еленска организовали сбор помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Тему продолжит Марфирина Алексеева. Экстремальные паводки в Иркутской области затопили 6 районов. Это 110 населенных пунктов. Дома 34 тысяч человек оказались под водой. Погибшими числится 24 человека, а судьба еще 9 неизвестна.
Жители Ленского района не понаслышке знают о всех трудностях восстановительного периода. Сами 2 раза пережили наводнение. А в Мирнинском районе проживает много людей, для которых Иркутская область является родиной. Осознавать, что вот ты был только что там, и уже сейчас такая беда приключилась, которая может сплотить и сплачивает всю страну, всю Россию. Естественно, как ты можешь оставаться в стороне. И вообще у нас в Мирнинском районе очень много наших земляков из Иркутской области. Очень много оттуда приезжают и живут у нас мирно. На меня оказал тот факт, что я стал событиями в 2012 году в городе Крымск, когда наводнение было. И у меня тогда родственники очень сильно пострадали. И у меня дедушка целую ночь на дереве просидел, потому что было воды очень много. И он ехал на машине, машина его смыла, и он спасся только от того, что на дереве сидел. Коллективно молодыми специалистами у себя в институте решили организовать сбор материальных средств и гуманитарной помощи. Мир не без добрых людей. Неравнодушные жители Мирного каждый день приносят необходимые вещи. Пункт сбора находится в институте Якутнепроалмаз. Также инициативная молодежь совместно с благотворительным фондом «Выбор» открыли счет, куда все желающие могут перевести средства в помощь пострадавшим от паводка. Вы также можете перечислить денежные средства по указанным реквизитам. Кто уже сколько сможет, там по 100 рублей, 50 рублей скидываться. Самое актуальное – это детское питание, детские вещи. То есть детей там много сейчас, подгузники, лекарства, какие-нибудь, которые не без рецепта врача, да, и дезинфицирующие средства, чтобы дома отмыть. Жителей других районов также призываем принять участие в благотворительности, организовав пункты сбора, и объединиться под хэштегом «Якутия иркутянам». Вот так неравнодушные жители Мирнинского и Ленского районов организовали сбор пожертвований для пострадавших. На данный момент мирнинская молодежь призывает всех якутян продолжить их эстафету. Якутия, поможем иркутянам! Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Работы с опережением графика на несколько дней. Так, в Нерюнгринском районе ведут подготовку к новому отопительному сезону. Готовность объектов энергетики, жилищного фонда и социальной сферы составляет 42%. По-прежнему сохраняется непростая ситуация по задолженности в части уплаты коммунальных платежей некоторыми потребителями. В числе первых Центральная районная больница медучреждение имеет долг за тепло в размере 10 миллионов рублей. В связи с этим больнице предложено к подписанию соглашения о реструктуризации долга. Аналогичная ситуация по задолженности в селе Иенгра и поселке Золотинка. Между тем, специалисты ГРЭС начали с заполнением магистральных сетей третьей очереди. У нас проходят совещания как выездные, так и плановые. То есть каждое совещание проходит в администрации раз в 2 недели, а выездные совещания проводятся по каждому поселению по графику. Все мероприятия идут в плановом штатном режиме, и все работы, будем надеяться, будут выполнены своевременно, в срок, и все зайдем, так скажем, благополучно в зиму 2020 года. Подготовка к зиме ведется и в Алданском районе. Основной поставщик тепла, Теплоэнергосервис, планирует потратить на это около 160 миллионов рублей. На какие цели пойдут средства, расскажет Руслан Павлов. Теплоэнергосервис, основной поставщик тепла в Алданском районе, планирует затратить на подготовку к новому отопительному сезону 160 миллионов рублей. В основном ремонтная программа будет направлена на замену теплосетей. Объем освоения средств в целом по ремонтной кампании в этом году примерно такой же, как и в предыдущем году. 160 миллионов рублей, 50 миллионов по ремонтной программе мы должны затратить и 110 миллионов в рамках конституционного соглашения по инвестиционной программе. Перекладка порядка 7 километров тепловых сетей. Работы по замене теплотрасс идут в соответствии с графиками. Материалы фактически все завезены. Котельное оборудование уже в наличии коммунальщиков, но к его замене приступят позже. У нас котельное оборудование котельных. Мы начали подготовку уже в отопительном сезоне. Сначала понижение отопительной нагрузки. Мы выводили по диспетчерскому графику нагрузки котлы уже в ремонт. И, собственно говоря, сейчас у нас 50% котлового парка полностью к УЗП готовы. Коммунальщики могли бы потратить больше средств на подготовку объектов к зиме, однако неплатежи населения заставляют пользоваться тем, что есть.
Главы поселений также озабочены коммунальными долгами. Нам ставят большой укор. Деньги у нас, у жителей. 100 миллионов рублей – это большие деньги, которые все-таки мы должны заплатить, оказать поддержку коммунальщикам для своей же безопасности в период прохождения зимнего отопительного сезона. Прошлый отопительный сезон показал, что теплоэнергосервис изменил тактику и методы работы. Зима прошла без серьезных аварий, что дает коммунальщикам и населению уверенность в бесперебойной работе котельных в новом отопительном сезоне. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Льготные билеты для 5 категорий граждан будут доступны для пассажиров поезда со станции Нижний Бестях. Первый состав отправится 29 июля. Льготные билеты будут доступны для школьников в период всего учебного года вплоть до 31 мая. На поездах в плацкартных и общих вагонах. Такие же льготы будут действовать и для детей от 10 до 17 лет включительно, но уже в период с 1 июня по 31 августа. Бесплатными билетами круглогодично смогут воспользоваться пенсионеры, ветераны, инвалиды по талонам Фонда социального страхования и сотрудники силовых структур. Ветераны и участники Великой Отечественной войны воспользоваться такими билетами смогут в течение всего месяца мая. Между тем, дополнительная компенсация на проезд в отпуск появилась у жителей Айхала и Удачного. Положительное решение принято в Алроса по итогам хозактива 2019. Основной акцент делали на маршруте Полярный – Иркутск-Полярный. Почему именно это направление популярно среди жителей Северной площадки, узнавала Оксана Мезенцева. Апрель 2019 года. Итоговый форум «Хозактив» компании «Алроса». От работников Удачинской и Айхальской площадок в адрес руководства компании поступает сразу несколько обращений. В том числе работники «Алроса» просят разрешить дополнительную компенсацию расходов на проезд в отпуск рейсами авиакомпании «Ир-Аэро». Акцент делают на маршруте «Полярный» – Иркутск-Полярный. Направление популярно среди жителей Северной площадки. Одна проблема, которая у нас существует, это по Иркутску, но здесь не хотелось бы здесь говорить, да давайте мы тогда посмотрим в индивидуальном порядке, как можно из этой ситуации выйти. По проблему Полярный Иркутск она существует. До 2018 года авиакомпания «Ангара» выполняла регулярные рейсы с Полярного до Иркутска. Действовал договор с авиакомпанией «Алроса». Позднее он был отменен. Летом работникам северных площадок стало довольно сложно выехать за пределы Айхала и Удачного. Причина – отсутствие билетов. Лететь через Мирный для многих довольно накладно. Нестыковка рейсов, а значит дополнительные затраты на гостиницу. Теряли жители северной площадки и право на получение дополнительной компенсации, приобретая билеты других авиакомпаний. У меня сессия, отпуск весь происходит через Иркутск. Вначале была Ангара, были нормальные рейсы, можно было добраться нормально без Иркутска. Все равно же через Мирный, когда едешь, уже проблематично. Там жилье снимать, там сутки же получается, ночуешь там. Очень часто с этими проблемами сталкивалась. На проблему айхальцев и удачницев внимание обратили. В Алроса приняли положительное решение. Теперь работники подразделений компании в Айхале и Удачном будут получать дополнительную компенсацию расходов на проезд в отпуск по маршруту Полярный, Иркутск-Полярный рейсами авиакомпании «Ир-Аэро». Часть пунктов коллективного договора изменена. Об изменении в коллективном договоре я узнала из сети WhatsApp в рабочей группе. И это была очень хорошая новость. Зачастую нам билеты не оплачивались, и это очень хорошее подспорье для нашей большой семьи. В дальнейшем я буду пользоваться этой дополнительной компенсацией. Только жалко, что с 1 июля открылся рейс, оплачиваемый Ир-Аэро. А я до этого уже билеты детям купила, и забронировала места. Они доехали до Мирного, забронировала места. Они там сутки пробыли, и потом только днем полетели на Иркутск. Решение о введении дополнительной компенсации расходов на проезд в отпуск работников Алроса в Айхале и Удачном является единичным. Причина – ограниченная возможность вылета работников компании из аэропорта Полярный. Затраты Алроса на выплаты работникам дополнительной компенсации в 2019 году составят порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. Все изменения уже вступили в силу и действуют. От работников требуется лишь заявление о предоставлении права на компенсацию с указанием маршрута. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Гордость Якутии. Кто стал победителем второй народной премии и чем он заслужил доверие среди якутян?
Мечта сладкоежек стала реальностью. Музей шоколада и какао в Москве распахнул свои двери для любителей сладкого. Якутия-24. Главные итоги этого дня. Оптоволоконная линия связи и оптимизации республиканских СМИ. Ровно год назад Министерство связи и информационных технологий Якутии было преобразовано в Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Главой нового ведомства был назначен Анатолий Семенов. О том, какая работа была проделана за это время, расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий ведет работу сразу в нескольких направлениях – связь, средства массовой информации и инновации. За этот год силами министерства построено 2000 километров волоконно-оптических линий связи. Сейчас их протяженность составляет порядка 7000 километров. Сегодня к высокоскоростному интернету подключено около 170 населенных пунктов. Это около 80% населения. К 2024 году планируется обеспечить широкополосным доступом в интернет более 250 населенных пунктов и 85% населения. Также нами прорабатывается совместно в космической связи развитие спутниковой связи в арктической и северной части нашей республики. Также мы, где приходит ВОЛС, уже модернизируем базовые станции сотовой связи. Также проводится много работы по оптимизации республиканских СМИ. В этом году была начата работа по реорганизации редакции устных газет. 17 из них уже присоединились к Саха-печати. Следующим этапом планируется присоединить еще 16 улусных газет. Был создан единый сайт районных газет «Улус-медиа». Каждая газета, которая делает улусные новости, они самые лучшие новости отзеркаливаются у нас в «Улус-медиа». И я хочу сказать, что «Улус-медиа», несмотря на то, что там работает очень мало людей, несмотря на то, что полгода мы практически, очень так, из рук вон плохо, честно признаться, занимались, у него высокие рейтинги. Потому что районы его читают. У нас есть классные планы вообще по развитию улус-медиа. На сегодняшний день телеканалы компании НВК «Саха» не включены в сетку цифрового вещания и сейчас показывают только в аналоге. Но зато теперь их можно смотреть в интернете. Телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха» можно смотреть с помощью сервиса Яндекс.Эфир. Для пользователей это абсолютно бесплатно. Яндекс.Эфир далеко не первая платформа, где идет вещание наших каналов. «Якутия-24» можно также смотреть в сетях кабельного и спутникового вещания. Важной вехой в работе министерства стало открытие IT-парка. Для продвижения стартапов и привлечения инвестиций была сформирована единственная на Дальнем Востоке акселерационная программа. Также в целях развития IT-отрасли до 2024 года в Улусах будут открыты 17 IT-центров. Нам рано расслабляться. У нас 3 основополагающих документа. Это 204 указ президента страны, это указ главы 149 Алексея Сергеевича Николаева и, конечно, наши проекты, в которых четко все написано, что нам надо сделать. И вот просто я хочу выразить благодарность всем нашим подведомственным учреждениям, каждому сотруднику за то, что это, по сути, не мой отчет, это отчет всей нашей большой команды, которую мы вместе проделали. Впервые в этом году объявлен конкурс внутри республики по строительству оптоволоконных линий. По словам самого министра, на это выделена беспрецедентная сумма. В течение 3 лет к высокоскоростному интернету планируется подключить все социально значимые объекты республики. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Жители республики выбрали лучшего предпринимателя. Победителем второй народной премии «Гордость Якутии» стал Михаил Охлопков. Он набрал почти 3000 голосов. Руководитель компании трудится в сфере строительной промышленности. 26-й год. Под его руководством построено и сдано в эксплуатацию большое количество социально значимых объектов республики. С лучшим из лучших встретилась Саргалана Федорова. Десятки детских садов, школ по всей республике, учреждения здравоохранения, километры газопроводов, спортивные стадионы. Результат труда Михаила Охлопкова. От рабочего до директора строительной фирмы Михаил прошел большой профессиональный путь, имея в наличии только поставленные перед собой цели. От Сахавнешстрой я набрал очень большой опыт, потому что эта компания работала с иностранными компаниями. И была очень большая мечта внедрить ее в нашей республике. В первую очередь, конечно, ставили цели, это профессиональная подготовка и самореализация. Компания Михаила одной из первых в Якутии внедрила новые технологии в строительстве.
Строители сталкивались со сложностями при возведении домов на вечной мерзлоте, поэтому стали применять винтовые сваи. Помимо этого, они строят здания на основе легких стальных тонкостенных конструкций. Легкие тонкостенные конструкции производят здесь, в этом цеху. С помощью этого материала построены около сотни жилых домов, в основном в северных районах. Такая технология позволяет существенно сократить сроки строительства и уменьшает капитальные вложения, не снижая качество работы. Сегодня на предприятии трудится более 100 сотрудников. Каждый имеет возможность расти в профессии. У компании есть своя система обучения сотрудников. Мы работаем совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. У нас проводятся такие программы, как основы менеджмента, тайм-менеджмент, переговоры. Помимо роли руководителя, Михаил несет большую общественную деятельность. Он выдает допуски к строительным работам и занимается защитой интересов работодателей. Грамотный управленец смело смотрит в будущее. Сегодня он работает над формированием кадрового потенциала в сфере строительства. Как считает Михаил, чтобы труд строителя приносил пользу обществу, новоиспеченным специалистам необходимо научиться навыкам управления и работы с людьми. И подумывает над созданием в республике единой системы обучения молодых строителей. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. Сегодня, 11 июля, весь мир отмечает День шоколада. Кондитерское изделие стимулирует выброс эндорфинов, а также, по некоторым данным, замедляет процессы старения. Но мало кто знает, каким должен быть правильный шоколад. Наши корреспонденты отправились в самое сладкое место в России – на шоколадную фабрику. Мечта сладкоежек стала реальностью. В музее шоколада представлены и короны, и изящные скульптуры. Кажется, любая вещь здесь может превратиться в шоколадную. Трогать изделия, конечно, нельзя, пробовать тем более. Но перед соблазном, как оказалось, устоит не каждый посетитель. Ну и неужели у вас все эти потрясающие экспонаты сделаны исключительно из шоколада? Вот, например, эта девушка, она тоже из шоколада? Да, она шоколадная, она из белого шоколада. И посетители, которые проходили по музею, не поверили, что это шоколад. И один украдкой даже откусил часть зонтика. Вот я всегда показываю нашим посетителям как доказательство того, что это все-таки настоящий шоколад. Первый шоколад появился более 5000 лет назад в Центральной и Южной Америке. Древние индейцы готовили из плодов какао-дерева так называемый чоколатль. Вскоре этим продуктом заинтересовался испанский конкистадор Эрнандо Кортес и привез напиток в Европу. В XVI веке европейцы его переделали. Он стал сладким, в него добавили сахар. И только в XIX столетии шоколад приобрел вот современную форму. Он стал твердым и вот таким разнообразным, как сейчас. Основателем шоколадного дела в России принято считать немецкого кондитера Фердинанда Теодора фон Эйнема. Созданная им 170 лет назад фабрика сейчас носит название «Красный Октябрь». Менялась упаковка, ассортимент и вкусы, но технология изготовления шоколада остается прежней. По словам специалистов, в составе правильного лакомства обязательно должно присутствовать тертое какао и какао-масло. И чем больше его содержание, тем полезнее шоколад. Также настоящий и правильный шоколад по внешним признакам должен быть блестящим и гладким, а при разломе плитка должна издавать характерный треск, например, как этот. Ну и, естественно, качественный шоколад должен плавиться и на руках, и во рту. Настоящая история в каждом ломтике. С момента зарождения и по сей день шоколад остается любимым изделием. И как столетия назад, все с тем же удовольствием люди лакомятся этим удивительным продуктом. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Телеканал «Якутия-24» сегодня покажет передачу «Якутия вперед» с главой республики Айсеном Николаевым. Начало эфира в 20:45 на телеканалах НВК «Саха» и в 21:00 на «Якутия-24». Глава Якутии затронет актуальные темы для региона: освоение и развитие Арктики, продвижение якутских товаров на внешний рынок, взаимодействие с иностранными инвесторами. Кроме того, руководитель региона расскажет об итогах ИСЭХ, о путях развития туризма и экологической ответственности недропользователей. На этом у меня все. Такими событиями нам запомнится этот день. Всего доброго.